В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск новостей Сапшала. Сегодня с вами я, Гугуца Вардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске итоги вакцинации за 2 недели. История людей с ограниченными возможностями о жизни и работе сафари-парка в селе Эца Гудаутского района. По приглашению губернатора Нижегородской области абхазская делегация во главе с руководителем администрации президента Алхасом Квицыне принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. В архиерейской резиденции при кафедральном соборе Александра Невского состоялась встреча Алхаса Квицыне с главой Нижегородской митрополии. Алхас Квицыне преподнес митрополиту Георгию Евангелие на абхазском языке. В Абхазии продолжается вакцинация российским препаратом «Спутник Лайт». За 2 недели вакцину сделали более 1300 человек. Это, как отмечают в Минздраве республики, положительная динамика. Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» делается один раз. Антитела вырабатываются через месяц. В тот момент, когда стартовала вакцинация, в большинстве прививались представители старшего поколения. Сейчас же растет число молодых людей, желающих сделать прививку. Прививочные пункты открыты во всех районах республики. Перед прививкой необходимо предъявить паспорт. Далее заполнение анкеты, обязательный осмотр врача и заполнение информированного согласия на проведение вакцинации. Специалисты призывают делать прививку, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной инфекцией. Спутник Лайт, но он пришел в более удобное для себя время, потому что люди уже знают, что такое вакцинация, был спутник Ви. И поэтому активность теперь повыше, значительно повыше, чем прежде. И это хорошо, и это правильно. Спутник Лайт отличается от спутника Ви тем, что здесь делается одна только инъекция. Не надо через какое-то время делать вторую инъекцию. Здесь они схожи тем, что при контроле наличия или величины антител в организме конкретного человека, если их недостаточно, если их мало, да, надо прививаться. И если их количество настолько достаточным является, что обеспечивает защиту от коронавируса, ему сейчас делать не надо. Но все, кто не прививался, я рекомендую поступить так, как поступил я сам и вся моя семья. Да, надо прививаться. Привитые либо, повторюсь, не болеют никак ковидом, но если и болеют, то это 8-9 человек из 100, и болеют они легко переносят. Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа, прибывшие в республику для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приступили к дезинфекции объектов социальной инфраструктуры. Военнослужащим сводного отряда РХБ защиты предстоит провести специальную обработку инфраструктуры городов Гудаута и Сухум, а именно здания администрации, центральных больниц, сборного призывного пункта, архива Минобороны Абхазии и центральных рынков. Очень часто люди с ограниченными возможностями сталкиваются с проблемой трудоустройства, живут на пособие и на помощь неравнодушных людей. Хотя наличие инвалидности во многих случаях не является препятствием для осуществления трудовой деятельности. Здесь многое зависит от того, как их воспринимают в обществе. История, которую мы хотим вам рассказать, говорит о том, что от нас с вами зависит многое. Репортаж Сарии Кварацхелия. Даже здоровым людям порой сложно найти работу. Что же тогда говорить о тех, кого природа лишила одного из важнейших органов чувств? Может ли неслышащий человек получить достойное образование, играть в театре, водить машину? Возможности людей с инвалидностью ограничены, однако сегодня многие из них стараются жить полноценно, быть социально активными, работать, создавать семьи. Заза Куртава один из них. Он глухонемой. Заза женат и отец 2 детей. Что интересно, его профессия обычно предполагает разговорчивость. Он таксист и работает в компании А-такси. Приходит один глухонемой, но я-то не знаю, что он глухонемой. И он не может нормально разговаривать, жестами
Я понимаю, что это глухонемой. Он просит ручку, бумагу и что-то там пишет. Он написал: я хочу работать. Я связался со своими программистами, как бы, и говорю: ребят, а мы можем такое сделать вообще? Они говорят: как ты себе это представляешь, чтобы глухонемой работал в такси? Я говорю: слушайте, надо сделать. Давайте сделаем. Взрослый, полноценный мужчина, семейный человек, имеет детей, имеет жену, не слышит окружающий мир и не может передать свои чувства, свои эмоции. Молодыми абхазскими предпринимателями была введена и усовершенствована современная агрегация услуг такси. То есть заказать такси можно не только с помощью звонка оператору, но и через мобильное приложение. А после того, как глухонемые начали обращаться на работу, они адаптировали приложение для слабослышащих водителей и их пассажиров. У пользователя на экране появляется предупреждение, если на заказ едет глухой водитель. Такси просит указывать место, куда нужно доехать, и пользоваться чатом для связи, а не звонить. Удобно то, что человек может ввести конечный адрес поездки перед тем, как сядет в машину. Я опять даю задание своим программистам, чтобы они в мою вот эту программу прописали в сам заказ карту. И вот на этой карте, чтобы была красная капелька, где стоит клиент и куда его надо везти. То есть, в принципе, даже если ты не имеешь адреса, не знаешь адреса, и у тебя не работает навигатор или навигатор обманывает, то капелька, она не обманывает. Она со спутника стреляет сразу в телефон клиента, где стоит клиент, к его ногам подъезжает машина. Благодаря интернету сегодня работается слаженно и просто. Процесс автоматизирован, что позволяет объединить всех участников – клиентов, водителей и диспетчеров. Однако глухонемые в первый рабочий день сталкивались со сложностями. Проблема встала – это как правильно обучить их работать. У нас есть несколько видов заказов. У нас есть заказ точка А, точка Б забитые, и у нас есть заказ точка А, точки Б нету по таксометру. Тогда клиент говорит, куда ему надо ехать. Соответственно, вот этот момент мне пришлось с этими водителями, наверное, сутками я ездил впереди вместе с ними, клиентам объяснял, говорю: извините, я стажирую. Они этому тоже научились. Они выходят на линию, включают программу, видят заказ, в котором есть точка А и точка Б, два адреса, они берут этот заказ, приезжают к нему, нажимают по адресу, пошел звонок клиенту, клиент вышел в машину, нажимает клиент в машине, отвозят, нажимают завершить заказ, программа сама произносит, сколько денег надо заплатить, сама все считает, то есть как бы с этим вообще никаких проблем нет, и водители вот эти начали потихоньку зарабатывать. В компании А-такси работали 5 глухонемых, сейчас их 2. Помимо Зазы еще и Эрик Монарги. Заза и Эрик входят в десятку лучших водителей компании. Бывают, конечно, случаи, когда клиент получает, например, через приложение, что водитель взял его заказ, смотрит, там написано имя, в кавычках, глухонемой. Не понимают, а как такое возможно? Вот. Пришлось это тоже в программу прописать, потому что у нас был один такой случай. Была поздняя ночь, молодая девушка сделала заказ, и у нее не было второго адреса. И, к сожалению, по ошибке, когда еще были неопытные эти водители, они взяли вот такой вот заказ без второго адреса. Поздняя ночь. Отличительных меток на машине нету, что это машина такси, то есть обычная гражданская машина. Девушка садится в эту машину. Он нажимает по адресу, клиент в машине, и бах, у него второго адреса нету. И он не знает, куда ехать. Он пытается ей что-то сказать, она же не видит, что это глухонемой, тогда не было такой отметки. Она не может понять, что он хочет, он начинает нервничать, не может объяснить ей, куда ехать. Скажите, покажите, ручку сует, бумажку сует. У этой девочки паника, она начинает уже плакать, истерить. Высадите меня, выпустите меня. А он, не слышит ее. Она начинает от страха еще больше дергать дверь, выпрыгивать из машины. Он когда увидел, что она на ходу выпрыгивает, он, соответственно, по тормозам ее ловит. Она думает, что это нападение на нее. Конечно, я это все объяснил, что произошло. Объяснил, что там просто попался водитель глухонемой. После этого нам пришлось прописать непосредственно саму программу клиента, чтобы клиент видел, что у него водитель глухонемой. Выдали им таблички в машину, водитель глухонемой. Александр рассказал еще одну историю, которая произошла совсем недавно с Зазой. Вез задыхающую. Она ему передала 2000 рублей
Он пытался ей объяснить, что он не может ей разменять эти 2000 рублей. Она торопилась, психанула, там, я буду жаловаться в правком, как обычно, туда-сюда, я из-за вас опаздываю. И, короче, она убежала. Она убежала, потом она оформила через диспетчерскую жалобу, мы с ней связались. Вот. Она говорит, ну что у вас за водители, почему они делают вид, что у них нету сдачи, там, Я выслушал очень многое, но я потом ей объяснил, я говорю, вы знаете, водитель был глухонемой. И он, видимо, вам пытался объяснить, что у него с 2000 нету сдачи, но такое бывает, это очень большая купюра. Вот. Вы этого не поняли, оставили деньги и убежали. Он, по всей видимости, я знаю этого человека, он даже эти 2000 готов был вам отдать и бесплатно повезти, потому что там проезд стоил 180 рублей. То есть он готов был не взять эти деньги, просто чтобы избавиться от проблем. И она мне присылает, вот у меня есть переписка с ней, она мне присылает, значит, ответ, я, говорит, извиняюсь, это, говорит, я виновата, я, говорит, не поняла, я вас очень прошу, вот эту вот сдачу отдайте ему, от меня в подарок. Александр выполнил просьбу отдыхающей. Если она в России нас видит, я вашу просьбу выполню, я передаю им эти деньги. Глухота – это не приговор. Неслышащие живут рядом с нами, но часто мы не замечаем их. Хотя они слышат по особенностям своего организма именно они. Тем не менее, часть их активно участвует в жизни общества. И, как говорится, Бог им в помощь. Сария Кварцхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Львы, верблюды, овцы, козы и собаки живут в сафари-парке в селе Ацэ Гудаутского района. Парк уже пользуется большим спросом среди жителей и гостей республики. Особенно это место излюблено детьми. Самое удивительное, что смотрители парка спокойно заходят в вольер со львами, играют, разговаривают и кормят их. Чтобы узнать больше о жизни обитателей сафари-парка, наша съемочная группа отправилась на объект. Еще не попав на территорию сафари-парка, уже возникает ощущение, что здесь совершенно другой мир. Мир, в котором человек и природа живут в гармонии. Это узкая дорога со склонившейся над ней зеленой тенистой аллеей, не доезжая села Ацэ Гудаутского района, ведет прямо к парку львов Прайд. Главная его достопримечательность – вот эти большие, красивые и в то же время очень опасные дикие животные. Самая главная львица Прайда, мадам Сара. Сара. Ай, ты моя девочка красивая. Самая красивая девочка моя. Вот так легко и беззаботно смотритель сафари-парка Анатолий играет, разговаривает со львами и спокойно заходит прямо в вольер. Хорошо нам, да, нам хорошо. Хорошо нам. А сколько раз в день вы их кормите? Один раз. Каждый из них съедает 7,5 килограмм мяса. Анатолий говорит, что этих львов он и его жена вырастили практически сами. А попали они к ним, когда были совсем еще малышами. Они кормили их, купали и играли с ними. В общем, ухаживали как могли. Анатолий и его супруга единственные, кто может зайти в вольер. На остальных людей, если близко подойти к клетке, звери бурно реагируют. Вы туда внутрь заходите, да? Ну, конечно, потому что у нас же периодически то кошелек роняют, то тапочек уронят, то еще что-нибудь. А скажите, пожалуйста, за все это время были те, кто меры предосторожности не соблюдал безопасность? Есть Ну, за этим надо смотреть постоянно, потому что у людей же какой главный аргумент? Я их не боюсь. Я всегда пытаюсь объяснить, что львам-то по большому счету все равно, боишься ты их или нет. Вот. Ну, есть люди, которые, они просто не оценивают ту опасность, которая может быть, но за этим, естественно, мы следит персонал, чтобы таких не было случаев. Всего на территории сафари-парка 3 вольера, самый большой из них 1,5 гектара. Вот, например, в этом проживает 8 львов. А история почти у всех этих диких кошек одинаковая. Они попали сюда из рук фотографов с некоторых курортных городов Абхазии, которые делают фото с туристами. Так сказать, на память. Это знаменитый маленький афонский Симба. Сейчас лев выглядит вот так. Сама идея создания такой среды для животных возникла 5 лет назад в Афоне, когда нынешние учредители парка Прайд увидели маленьких львят.
В общем-то, идея вся это была создать дом для вот этих львят, которые после туристического сезона, ну, становятся, скажем так, ненужными. То есть здесь своего рода спасение для этих животных получается? Ну, можно и так сказать. Просто сама идея родилась создать дом для этих львят, а потом уже эта идея переросла в идею создать парк, куда люди смогут прийти, посмотреть на животных, пообщаться. А вы вообще сами, вот вы подходите, гладите, обнимаете их, вы не боитесь их? Но тут секрета никакого абсолютно нет. Все они попали маленькими сюда, они выросли на руках. Всех их кормили из соски, они жили с нами дома, они во дворе гуляли вместе с собаками. Поэтому они так и принимают. Часть семьи, наверное. Часть семьи, именно так воспринимают эти львы и львицы своих смотрителей. По словам Анатолия, главное найти с ними общий язык и уметь управлять своим страхом. А как это сделать, каждый решает сам. А еще это вопрос доверия между человеком и животным, говорит смотритель. Они понимают, что от нас нет опасности. Они понимают, что когда мы приходим, это еда. Когда мы приходим, это почесал за ушком, погладил пузико. Они ведь тоже все это любят, потому что это же кошки. Но все-таки ведь это дикая природа, вот вы с ними вот так наедине остаетесь. Ни разу не было чувства страха, ни разу не было такого, что вот что-то сейчас может произойти? Ну, бывают такие ситуации, но просто надо понимать их, надо знать их жизнь, их повадки. И, просто ну, видно, когда не стоит подходить ко льву, потому что у каждого из них свой характер, свой темперамент. То есть по льву видно, что-то у него там с настроением сегодня не так. Зачем же я буду к нему подходить? Да и тем более львы, они сами показывают. Если лев не хочет, чтобы его трогали, он покажет. Он не бросится сразу, нет, он рыкнет и отойдет в сторону. А на территории этого вольера проживают только львята. Старшему из них почти 2 года. На территории прайда не только львы и львицы, но и другие животные, овцы, козы, верблюды, даже бездомные собаки. Тамара, супруга Анатолия, тоже всегда находится в парке и ухаживает за животными. По именам даже знаете, по прозвищ, по кличкам? Абсолютно у каждого моего животного есть свое имя. Абсолютно. Каждый барашек, каждая козочка, все имеют свое имя. То есть вы все прозвища у всех есть? Имена, не прозвища. Они Имена. для нас как люди, члены семьи, поэтому не прозвища, а имена. И всех помните и не путаете? Естественно. Нет, нет. Они фактически все рожденные при мне, поэтому я не могу их запутать. А это пока еще верблюжата. Несмотря на их рост, им по 1,5 года. Привезли их в Абхазию из Владикавказа. Зовут их Ромео и Джульетта. Вот это вот справа от меня вот Джульетта, красивая девочка, а это Ромео. Это двугорбые верблюды, которые называются бактрианы. Вот. Ну, живется им, конечно, здесь замечательно. Зеленая трава, прекрасная природа, климат замечательный. Бактрианы издавна считаются важными домашними животными во многих районах Азии. Домашний двугорбый верблюд встречается преимущественно в степных и полустепных районах восточной части Центральной и Средней Азии, Монголии, на территории России и Китая. В общем-то, ареал обитания двугорбых верблюдов он очень большой. Живут они в основном в Азии, но даже в России они живут в настолько достаточно холодных регионах, как Оренбургская область, Челябинская область, Калмыкия, где в зимний период в степях достаточно холодно, поэтому они нормально переносят и холод, и зиму, они очень приспосабливаемые. Просто там, где холодно, они обрастают большой шерстью. Здесь тепло, поэтому шерстка у них коротенькая, и они недавно полиняли, поэтому у них вот новая красивая шерсточка. А чем кормите вы их? Ну, они кормятся-то и сами травкой, ну, а любят они, конечно, овощи, фрукты, хлеб. Смотрители парка Анатолий Эпишев и Тамара Вердиева проработали в российских цирках почти 20 лет, но не дрессировщиками. Анатолий – звукорежиссером, а его супруга – администратором. Однако одно другому не помеха. Животных они любят с детства. В Абхазию переехали почти 5 лет назад. С тех пор и живут прямо здесь, ухаживая за животными. Территорию парка не покидают. А называют они это не работой, а состоянием души. Ведь без животных они не могут жить. По
их словам, сафари-парк с удовольствием посещают и местные жители, и туристы. Здесь всегда много детей. Когда-нибудь до этого видела ты верблюдов? Да, А как тебе эти? красивые, пушистые. А что ты еще здесь увидела? Львов. Как тебе львы? Красивые. Еще приедешь сюда? Да, А ты откуда вообще приехала? из Екатеринбурга. Покормить здесь можно практически всех животных, но, как мы заметили, больше всего любят кормить верблюжат, так как они дружелюбные, да и подходить к ним не опасно. Покормить верблюдов решила и наша съемочная группа. Сафари-парк – совместный абхазо-российский проект, где есть учредители с обеих сторон, которые очень любят животных. Генеральными директорами являются Андрей Харзалия и Олег Кононов. Владельцы также планируют завести сюда страусов, альпаков, животных, похожих на лам, и даже слонов. Парк открыт практически каждый день с 10 до 8 вечера. Сама по себе территория сафари-парка напоминает средневековую крепость, но построена она была в 21 веке. Задумка авторов. Смысл задумки в том, чтобы создать хорошие условия для животных, а не просто построить обычные вольеры. Поэтому и место было выбрано живописное, да и площадь немаленькая – 5 гектаров. Кажется, здесь абсолютно другое измерение. Это мир, в котором между человеком и природой нет границ. Кугуса Вардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Вопросы энергетики, эпидситуации и устранения последствий непогоды стали главными темами расширенного совещания, которое провел президент Республики Абхазия Аслан Бжани 20 августа. Во встрече приняли участие руководители профильных министерств и ведомств. Вице-президент Бадра Гумба, руководитель администрации президента Алхас Квициния, премьер-министр Александр Анкваб, секретарь Совбеза Сергей Шамба. Сразу после программы «Сапшала» смотрите расширенный репортаж совещания. А я прощаюсь с вами. Следующий эфир проведут мои коллеги. Побольше вам положительных эмоций и хороших новостей. Всего доброго!